Добрый день, дорогие соотечественники, друзья и слушатели. Прошло уже достаточно времени. Я свой канал не использовал, чтобы делать комментарии по поводу выборов в Туркменистане. Да. Почему? Потому что мне было интересно мнение политиков мира, мнение каких-то активной части нашего народа. Да, ну, сегодня утром я проснулся и вспомнил, что Родина наша, Каракумы, пески, горы Куйтендага, Капетдага, все это прошлое наших предков, настоящее наше и для наших будущих поколений. Туркменистан сегодня в плачевном состоянии. Этого говорить так, это очень еще мало. Туркменистан терзает олигархические структуры ближайших стран. Туркменистан интересует их только как сырьевой придаток. Значит, газовая труба идет. Это как-то в советское время называли Туркменистан, центр Ужгород, Западная Европа. Вот этот газопровод, он и является основным тем, почему охраняет, защищает туркменский режим. Хоть и говорится в прессе, там где-то, что мы не договорились по цене, что мы закрыли газ, никто этот кран, этот вентиль ни при Ниязове, ни при Бердымухамедове не закрывал. Газ течет, как раньше тек. И вот это вот самое главное, что, значит, для Бердымухамедова, почему и как он сохраняет свою позицию в Туркменистане как президента, сохранял и передал своему сыну. И здесь тоже самое, главную роль сыграла вот эта труба. Естественно, труба там на Китай, который построили позже. Также сухопутная граница Туркменистана с Афганистаном. Это где производят огромное количество героина ежегодно. Да, и туда пришла власть, это Талибан, который еще мир не признал. Однако Бердымухамедов их признает, и они признали Бердымухамедова. Можете представить, на каком уровне находится политика Бердымухамедова. Там Талибан, здесь Бердымухамедов. Они друг друга признают. Я дальше говорить даже не хочу. Бердымухамедова сын, он молодой, еще очень сырой для этой должности. И вообще, это по структуре его видно и по самому Бердымухамедову. Это случайные люди. Значит, эти люди не лидеры государства, эти люди не лидеры, даже не бригадиры, они бригадирами даже не смогут работать на поле. Это случайные люди, которые всегда выполняли волю олигархической системы, где бы ни работали. Взятничество, угодничество. Вот их навыки, их знания. Поэтому и пришел Бердымухамедов, поэтому его сына привели, помогли туда привести. Однако, говоря о выборах, там 72%. Почему не 100%?
Все же нарисовано. Почему не нарисовали 100%? Чтобы сделать ближе к истине хотели, да? Однако выборы никто не признал. На мировом уровне этот молодой Бердымухамедов не является как бы признанным лидером, следовательно, его политика не признается. Следовательно, Туркменистан находится в очень таком захудалом позиции в рейтинге, мировом рейтинге. Нарушение прав человека, экономические преступления, беззаконие и многое другое, значит, сегодня приписывают в адрес Туркменистана в связи с тем, что там сидят такие вот, как Бердымухамедов и как его династия, и теперь уже его сын. Я считаю, что это временная пауза. Это временная пауза, как сказать, это временная политическая пауза мировой политики. А так или иначе, когда-то распрощаются своим креслом могучие, намного известные диктаторы, чем Бердымухамедов и его сын. Я говорю, их защищает газовая труба, больше никто. Значит, что может быть дальше? Дальше может быть, эта пауза завершится, не могу прогнозировать, в этом году, в следующем году. Но она закончится довольно-таки быстро, и сын Бердымухамедова не будет сидеть 7 лет. Так что, Бердымухамедов, ты не надейся ни на трубу и на какую-нибудь там случайность. Твое время закончилось еще раньше, ты должен был уйти и добровольно и пригласить, и передать свою власть мирным путем. Ты этого не сделал, а теперь уже время покажет, как это получится, Бердымухамедов. В связи с этим я много не буду отнимать вашего внимания, уважаемые слушатели и соотечественники. Я сегодня утром написал одно стихотворение. Я хочу вам его прочитать, и потом мы завершим, а субботу или воскресенье сделаем более расширенный, значит, обзор в моем канале ситуации с выборами и дальнейшее будущее нашего государства Туркменистан. Стихи называются «Ложь». Встревожена наша планета. Землю окутала туман. Где правда, везде торжествует фальшь и обман. Кто грабит казну, где идет война и слышен стон. Где правда, везде торжествует фальшь и обман. Что происходит с миром? Всюду лицемерие, закон. Шайтаны, сыновья сатаны, издеваются над миром. Дух предков внемлют ветром. Счастье теперь сон, где правда везде торжествует фальшь и обман. Слышно из родины Туркменистана доносится звон. Там всюду фальшь и лицемерие побеждает закон. Голод, казна обворована и торжествует сам демон. Ныне там сатана празднует свой фальшь и обман. Наш Туркменистан, горы и просторы Каракумов, Амударья несет воду с Памира в Аральское море. Над просторами Каракумов проносится ветер лжи. Акмухамед, там жара, торжествует ложь и обман. Благодарю вас за прослушивание. Ставьте лайки, задавайте вопросы. Вся наша работа возобновляется и на новом уровне, на новом качественном уровне.
У нас мой канал будет действовать самостоятельно, и также канал Давлета, это общее движение Туркмен-Херекат, Альянса туркменских сил сопротивления, наш общий канал. Значит, пожалуйста, приглашаю вас слушать и ставить лайки и задавать вопросы. Благодарю еще раз вас за внимание. До следующих встреч, дорогие, уважаемые мои соотечественники.